Зал заседаний правительства республики на время превратился в большую общественную приемную. Каждый, кто пришел сюда, надеется найти понимание и, главное, реальную помощь в решении своей ситуации. Вопросы у жителей самые разные, от жилищных проблем до сложностей с оформлением документов. Для оперативной работы в приеме участвуют представители практически всех профильных структур. Здесь и сотрудники Министерства внутренних дел, прокуратуры республики, Управления Федеральной службы судебных приставов. Одна из проблем, озвученных на приеме – отсутствие российского паспорта у 16-летней девочки. Она родилась за пределами России. Сейчас живет в республике под опекой бабушки. Вот уже 4 года Светлана Исаева пытается оформить документы. Сегодня меня вызвали на совещание. Думаю, прокурор все пойдут мне навстречу, да, мол. И думаю, мой вопрос решится. Для меня это была бы большая поддержка от всех. И я бы хотела сказать Баркалалу Ордармасана. Каждое обращение фиксируется, а их более 40. Гражданам дается ответ с соответствующим планом дальнейших действий. Все поступающие заявления берет на личный контроль уполномоченный по правам ребенка. Сегодняшний прием граждан у нас приурочен к Международному дню принятия Конвенции о правах ребенка, который отмечается в нашей стране и в целом во всем мире 20 ноября. В ближайшее время мы все эти вопросы разделим по блокам и направим в соответствующие министерства, ведомства и инстанции. Одна из распространенных проблем – невыплата детских пособий. По словам уполномоченного по правам ребенка, за 5 месяцев по этому поводу поступило порядка 470 обращений. Уже составили письмо для соответствующих ведомств. Ваше обращение я тоже сегодня же направлю в Генеральную прокуратуру России и также в Пенсионный фонд России. Я думаю, что все-таки они лучше сделают проверку, сделают вам перерасчет и направят вам. Да, Энтели. Здесь же специалисты Социального фонда России, Министерства образования, здравоохранения, труда и социального развития. Основная цель такого расширенного приема – это доступность, чтобы человек, особенно если он находится в трудной жизненной ситуации, мог в одном месте получить консультацию и, по сути, правовую поддержку от всех служб. Хадиджа Ивлоева, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.